Продолжение работы Екатерины Назаровны Романовой «Горшечница в мифоритуальном пространстве» на примере якутской традиции. Глиняный горшок и ритуальное предсказание. Когда в семье рождался ребенок, для него специально заказывали глиняный горшок. Перед тем, как взять горшок, у горшечницы спрашивали: «Кая беликравутанала хаята, келледу суахду». Ну каково предназначение маленькому, пришло или нет? При этом, если горшочек получился, не потрескался, не разбился, то горшечница отвечала: «Вахтах кадалы», как будто смазали, без шероховатостей. Тогда заказавший горшок радовался. Если же при изготовлении горшка он трескался, ломался, это считалось плохим признаком. Новорожденный, которому предназначался горшок, должен был в скором времени умереть. Контакт заказчика и горшечницы посредством вербальной формулы «вопрос-ответ», использование языка иносказаний наводит на мысль о сакральности происходящего действия. Очевидно, что глиняный горшок здесь выступал своеобразным ритуальным символом, которым была заложена жизненная субстанция ребенка. Как известно, метафоричность отражает глубинную суть ритуала как способа общения между своими и чужими. Такое общение, по всей видимости, считалось возможным только с помощью языка, принципиально отличного от того, который использовался между людьми. Инакость ритуального языка как раз и достигалась с помощью замен и иносказаний. Глиняный горшок, как ритуальный символ, не только предсказывал судьбу ребенка, но и определял будущую жизнь заказавшего горшок. Если в процессе изготовления при сушке горшок трескался и рассыпался, то это предвещало несчастье семье заказчика. Падеж скота, неурожай, смерть членов семьи, гибель самого заказчика. Коммуникация заказчика с иным миром совершалась через горшечницу. От ее действий зависела жизнь горшка, а значит и благополучие заказавшего. Знание и соблюдение правил того мира, постоянный обмен с миром мертвого, непосредственный контакт с духами предков в пространстве своего дома, процесс работы над глиной – все это приписывалось магическим возможностям горшечницы. Она, как предсказательница судьбы, имела свое орудие гадания, и, что очень важно, оно было изготовлено ее собственными руками. Таким гадательным символом для нее был глиняный горшок. Следует отметить, что глиняный горшок, как ритуальный предмет, нес в себе множество идей и обладал, по выражению Тернера, признаком конденсации, когда словесный текст заменялся символическими средствами, то есть ритуальный символ есть само высказывание. В отношении самой горшечницы ее действия становятся словом не только для окружающих. Каждый раз, изготавливая вещь для других, она совершает как бы индивидуальный ритуал, заговор с духами предков с целью предугадать и свою программу поведения. По представлениям якутов, если горшки у гончара после обжига постоянно лопались, то это предвещало смерть самого горшечника. В процессе изготовления горшка желающие гадали, спрашивали у горшечницы о своем будущем. При обжиге горшка его заполняли водой, смешанной с молоком и конским навозом. Жидкость, наполнив горшок,
пеной выходила наружу и образовывала разные дорожки в виде сосцов. Верили, что это упали коровьи и кобыли Иисуски. И если таких следов на горшке было много, то радовались, считая это признаком плодовитости, богатства. Семью, заказавшую горшок, в скором будущем ожидают приплод скота, изобилие, удача. В этом гадании прогноз будущего задается через символику видения, но у якутов сохранились индивидуальные гадания, где символика слышания играла доминантную роль. Такие гадания проходили зимой и назывались танка, подслушивание. Видимо, наиболее архаичным способом такого гадания было слушание духа горшка. В процессе изготовления после просушки горшка горшечница ударяла по нему, и если вместо звонкого удара слышался посторонний глухой звук, то шепотом произносила, что это плохой знак. Дух горшка сердится и дает о себе знать. Через дух горшка с горшечницей разговаривали дух предков. Они моделировали будущее заказчика посуды. В древних обществах восприятие и освоение мира осуществлялось посредством звука, через звуковой пейзаж. По поверьям якутов, ребенок, не понимающий еще человеческой речи, уже понимал говор огня, пение птиц, язык животных, предметов и духов, а узнав человеческий язык, он терял этот дар. Посуда как метафора Вселенной нашла свое выражение в якутском слове «игит», «игит» как вместилище, сосуд, посуда, чаша. Но с другой стороны, «игит» – это слышать, слушаться, повиноваться. Если вернуться к гаданию с горшком, то особое место в нем отводится оппозиции звонкий, глухой, что соответствует социальном коде оппозиции жизнь, смерть, знание технологического процесса и строгое соблюдение предписания во всех действиях с горшком уберегало горшечницу от нежелательного результата.